Подать стакан воды, поправить подушку или просто побыть рядом с пациентом, чтобы успокоить его. Врачи не только лечат, но и ухаживают за ковид-больными, как за близкими родственниками. Лидия Тутаева попала сюда накануне с диагнозом COVID-19 и 35% поражения легких. Бабушка считает, что заразилась от внука, который навещал ее, не подозревая о последствиях. Они подвигают меня, обнимают. Вот он подошел, сюда поцеловал. Больше ничего не за это. И он сам заболел, второй брат заболел, и я заболела. Хорошо за нами смотрят, чистенько, кормят нас. Вот. Уход есть, да, за вами? Отличный уход. Лидии Тутаевой почти 80. До того, как попасть в больницу, она передвигалась на инвалидной коляске в силу проблем со здоровьем. Как раз для таких больных в НРБ открыли целое отделение и развернули койки для маломобильных зараженных. Посменно в каждой палате дежурят врачи, которые не спускают глаз пациентов ни днем, ни ночью. Наши медсестры, медперсонал поворачивает больного, усаживает больного, выполняет гигиенический туалет, кормит, поет, помогает с приемом лекарственных препаратов. То есть выполняет все манипуляции, которые больной не в состоянии осуществить относительно себя. Заразиться может каждый. Все же зачастую в тяжелой форме болеют люди именно преклонного возраста. К тому же, если есть сопутствующие хронические заболевания, излечиться от этой заразы тяжелее вдвойне. Близкие родственники хотят ухаживать за своими родными, но здесь свои правила. По требованию Сампина и по законодательству в ковидном инфекционном отделении не допускаются посторонние лица, они не имеют права там находиться. Пытались объяснить. Были родственники, которые с пониманием относились, были родственники, которые возмущались, грозились, угрожали медицинским работникам и администрации в том числе. Вот. И специально для этого, чтобы за этими пациентами был уход круглосуточный, по инициативе нашего главного врача Анташкива Заремы мы развернули вот это отделение. На сегодняшний день в Назрановской районной больнице находится 155 больных COVID-19. В постоянном кислородном обеспечении нуждается 76 человек. Из них людей старше 60 – 59. 12 пациентов лежат в отделении реанимации с тяжелой степенью поражения легких. А ежедневно в НРБ поступает до 10 зараженных. Поступают пациенты разных возрастов, поступают пациенты и пожилого возраста, и старческого возраста. И действительно, потому что ковид, в принципе, никого не щадит. Ковидом болеют как молодые, так и взрослые, и старики, не исключение, к сожалению. По словам врачей, многие тяжело больные пациенты, как правило, начинают заниматься самолечением, игнорируя все призывы медиков. Результат – запущенное состояние больного и затяжное лечение. Врачи предупреждают, при первых симптомах ковида обращайтесь к специалистам, не стоит рисковать своим здоровьем. Микаил Тангиев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.